На телеканале БСТ программа «Интервью». И сегодня мы встречаемся с участниками Всемирного Курултая Башкир, который проходит в эти дни в Уфимском конгресс-холле. Я встречаю ученого из Челябинска, доктора исторических наук Виталия Воропанова. Виталий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня прошла презентация монографии вашей книги «Судопроизводство на востоке России в конце 15-го, начале 19 веков». Правильно? Судоустройство Ага. В конце 15-го, в середине 19 Вот так века. Вот ваша монография, она охватывает огромный период, почти 350 лет. Что было самым сложным в работе? Скажите, пожалуйста. Географические, хронологические масштабы, что? Я думаю, что наиболее трудоемким был сам сбор материала, потому что он требовал кропотливой работы в десятках государственных архивов. И это не только федеральные, сосредоточенные в Москве и в Санкт-Петербурге, но и региональные архивы. Кроме того, поскольку в имперском прошлом Россия распространялась на территории сегодня современных сопредельных государств, то была необходимость еще посетить и государственный архив, в частности, Республики Казахстан. И это было самым трудоемким, потому что затем требовалось всю эту информацию обработать, систематизировать и, наконец, понять буквально на основе материала эмпирического, что вообще у нас происходило в судебно-правовой сфере. А вслед за этим открылись очень интересные факты для меня как исследователя, чем я с удовольствием пытался поделиться с коллегами и общественностью. А поделитесь с нами, пожалуйста, вот этими удивительными фактами. Что вас больше всего, какое открытие в истории Башкортостана таки удивило? Если речь об истории Башкортостана, а именно так была названа, собственно, секция, конференц-зал, куда приглашали на презентацию, то, на мой взгляд, сюжет, связанный с Южным Уралом, историческим Башкортостаном, он самый яркий, самый интересный. И если бы была необходимость сделать выводы о российской судебно-правовой политике, то, пожалуй, можно было бы ограничиться Южным Уралом для того, чтобы убедительно доказать, на каких принципах она строилась. Но, конечно, правильно было сделать максимальный охват. И если говорить кратко, то это, скажем так, доказательная база того, что в Российской империи и вообще изначально в российском государстве реализовался и очень успешно принцип единства в многообразии. К сожалению, поскольку у нас имел место разрыв преемственности в начале XX века, мы не занимались изучением собственного прошлого. Мы вынуждены были опираться исключительно на новый подход советского государства в изучении прошлого, и по этой причине сами для себя закрыли знания, связанные с многосотлетней историей России и ее регионов, из которых она, собственно, и состоит. Поэтому вновь обращение к прошлому у нас началось только в начале 90-х годов. И с этим, собственно, и связано то, что выводы, которые, казалось бы, следовало сформулировать и озвучить где-нибудь в середине 20 века, приходится формулировать и озвучивать уже в 20-х годах века 21-го. Ну вот тема судоустройства, причем история 300-летней давности, она узкая такая, да? Вот скажите, пожалуйста, почему она должна быть сейчас раскрыта? Почему она должна быть понята обществом? Я сейчас начну с того, почему я выбрал в качестве премьерной презентации дату 18 ноября. 18 ноября по новому стилю был опубликован законодательный акт, который ознаменовал начало реформы местного управления в России в 1775 году. 250 лет. Вот на эту дату хотел бы сначала обратить внимание. Но дело в том, что я объяснил коллегам и не встретил возражений. С этой датой связано рождение самостоятельной судебной системы в России.
то есть системы органов правосудия, функционировавших отдельно от органов администрации. То есть, по сути дела, это очень знаменательная дата. И на нее следовало бы обратить внимание Министерству юстиции, Академии правосудия, Президентской академии. И, на мой взгляд, как эксперта, следовало бы подготовить соответствующий документ, который бы предложил провести серию мероприятий в 2025 году, связанных с юбилеем рождения, создания судебной системы, поскольку та система органов правосудия, которая была учреждена в конце XVIII века, она затем была преемственной на протяжении 19-20 столетий, независимо от того, что в 20 веке дважды менялось государство, но это уже была история российской судебной системы. А что касается наиболее глубокой мысли в качестве ответа на ваш вопрос, то через судебно-правовую политику российского государства можно оценивать объективно реальное взаимодействие этого самого российского государства с самыми разными группами населения, разной этнической принадлежности, религиозной, которые имели особые представления, корпоративные представления о праве и справедливости. И нужно было организовать это взаимодействие таким образом, чтобы в конце концов получить на выходе российский социум. И, на мой взгляд, государство с этими задачами, несмотря на все драматические страницы, а у какого народа, у какого общества и в истории какого государства их нет, несмотря на все наши драматические страницы в истории, государство с этим справилось блестяще. И для того, чтобы, в свою очередь, иметь возможность отвечать на любые политические интерпретации, в том числе в современных условиях явно антироссийской направленности, достаточно просто иметь иммунитет, основанный на фундаментальной науке и образовании. И с этой точки зрения, мне кажется, актуальными знания, которые вроде бы как сообщают нам о том, что было 300, 200, 100 лет назад. И даже обычному человеку? Безусловно, это так. Угу. Сколько времени у вас ушло вот на вашу книгу? Если не секрет, и знаете, вы вначале перечислили источники, с которыми вы работали. Вот какой самый, скажем так, неожиданный был? Речь идет, несомненно, о множестве уникальных документов, и выделить какой-либо наиболее значимый, конечно, невозможно. Но если бы мы говорили именно применительно к истории Башкортостана, то очень интересный документ найден был мною в Государственном архиве Оренбургской области, который называется «Историческая записка о подсудности башкир». Как специалист, я ответственно заявляю, что чиновник, которому поручили составить эту аналитическую записку, проявил высокий уровень компетентности. И сама записка, она датируется 1860 годом, была заказана в связи с проводившимися и планировавшимися преобразованиями в правовом положении коренного народа Южного Урала, который обладал признаками служилого сословия. Вот если отвечать на ваш вопрос, я бы выбрал этот документ. К слову сказать, во втором томе этот документ в оригинале, в виде сканов, будет представлен как приложение. Я посчитал его необходимым его опубликовать и сделать доступным широкой общественности, читателю. Ну и завершающий вопрос. Конечно, хотелось бы больше слышать информации о книге и, конечно, информации, которая в ней. Как вот ваша книга перекликается с сегодняшней темой Всемирного Курултая-Башкир? На Всемирном Курултае-Башкир всегда одной из важных тем проходит историческая память, культурная память. И с точки зрения обращения к теме права, как социальной ценности, как она понималась коренным народом Башкортостана и другими народами, которые заселяли Южный Урал. Мне кажется, что это очень
важное направление и исследований, и область знаний, которые, конечно же, находят свое место в общей теме исторической памяти. В данном случае народа Южного Урала, многонационального и многорелигиозного. Ну и, наверное, ваше пожелание, все-таки юбилейный год, 30-летие Всемирного Курултая-Башкир. Что пожелаете? Я желаю развития самых разнообразных форм сотрудничества, которые на протяжении 30 лет эти площадки демонстрировали. Мне кажется, что нужно еще больше вовлекать граждан, соотечественников, земляков во все те многообразные проекты, которые и придумываются, и реализуются на площадках Всемирного Курултая-Башкир. Спасибо. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Интервью» на телеканале БСТ. Спасибо, что были с нами.